Это ваши мальчики? Danbır. Çok sağ olun Kemal. Akşam şerifleriniz mübarek olsun aziz dostlarımız. Sizni görmeye pek memnunuz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ve ebed Musafirçen etnik restoran Alevge büyük o Türk sözlerini unutam. Teşekkürler bildiririz. Мы с вами собрались сегодня, чтобы встретиться, поговорить, не побоюсь этого слова, с человеком-легендой. Адиле Ханум Эмирова, доктор филологических наук, профессор кафедры крымско-татарского и турецкого языкознания Крымского индустриально-педагогического университета имени Февзия Кубова. Главный научный сотрудник научного НИИ, как это расшифровывается, научно-исследовательского института крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма, тоже при КИПУ. Член Европейской ассоциации фразеологов Еврофраз. Ученый, чьи научные исследования рассматривались на десятках конференций, в том числе международных, в разных странах, в Германии, в Австрии, Финляндии, Японии, Франции. В огромном списке научных публикаций Адиле Ханум значительную долю занимает публикации, касающиеся возрождения крымско-татарского языка, крымско-татарской филологии. И буквально сегодня из типографии вышли первые экземпляры ее самой новой, не буду говорить последней, уверена, что это не последняя, книги «Словарь ялтинского наречия крымско-татарского языка». Поприветствуем нашу дорогую Адиле Ханум. И прежде чем мы начнем разговор, я попрошу режиссера показать нам сюжет, который мы 3 года назад снимали об Адиле Ханум. Он где-то показывается? Сейчас будет показывать Адиле Ханум. За спиной? Вы спиной, к сожалению, сидите, но вы будете себя слышать. 3 года назад? Мы подождем, у нас много терпения. Это меня?
Оказывается, папу с 6 лет отдали в медресе. Папа рассказывал об этом. Он учился в медресе. Я думаю, что это, наверное, Зунджерлы медресе. Но он там не доучился, но читал хорошо по-арабски, писал и знал много молитв. Уже через несколько лет, когда немцы заняли Крым и открыли мечети и церкви в Ялте, однажды мама сказала: дети, сегодня наш папа будет читать эзан, молитву вечернюю. Давайте все, а мы жили напротив мечети. Давайте откроем дверь балкона, у нас был балкон на 2-м этаже, и будем слушать. Я тогда впервые услышала эти непонятные арабские слова. Мы ехали без отца в этих вагонах. А он, оказывается, их уже выселили в этом Великоалексеевске станции. И папа, оказывается, разрешили ему целую неделю. Он каждый день с утра сидел на станции. Со своего колхоза где-то он приходил и ждал, когда появится другой поезд с татарами. И когда появлялся какой-то татарский поезд, папа говорил, подходил и кричал: «Ялтинский здесь есть?» И вот, наконец, он наткнулся, он нашел нас. И когда он в следующий раз 7 дней, говорит, папа ходил к этой станции. В апреле 91-го была конференция большая, всесоюзная тогда называлась. И я тогда выступила с первым докладом про состояние и перспективы развития крымстарского языка. И с тех пор я продолжаю заниматься русским языком. Но в основном в последние годы занимаюсь проблемами крымско-татарского языка. У меня почти к 300 приближается количество публикаций, из них более 100 на крымско-татарскую тему. Это в основном социальная лингвистика преимущественно. Такие проблемы, как языковая компетенция крымских татар, языковая ситуация в Крыму. Научная грамматика Бекиры Чубанзаде, хрым-татар Ильми Сарфы, была написана раньше, опубликована в 1925 году арабским письмом. Первая научная грамматика первого крымско-татарского профессора. И не всем филологам доступна. И я сделала этот проект, транслитерацию с арабского на кириллицу и перевод с этого старого языка на современный крымско-татарский. Это выполнил мой компаньон по проекту Нариман Сейт-Яяев. В мои руки случайно попал один роман турецкого, на турецком языке. Я о Руси спокойно его прочитала. Я за его строчками видела все это, потому что он родился и вырос в Гурзуфе, а Гурзуф и Ялта рядом. И я когда прочла, я, во-первых, плакала, читая,
Я же все это помню. Это очень было волнительное чтение. И я стала искать кого-нибудь, кто знает его адрес, чтобы написать ему письмо и попросить его разрешения, без разрешения нельзя, перевести на русский язык. Он написал так. Сначала я по-турецки скажу, потом переведу. Her gece yatağıma gitgende ikimizin kitabımızın kapağını okşuyorum. Каждую ночь, уходя в спальню, я глажу нашу книгу, глажу обложку, нашу с тобой книгу. Понимаете, какая это для меня ценная оценка. Первое – это, конечно, гены. Мой папа дожил до 95 лет, я его здесь похоронила. А второе – это любовь к своей работе. Я люблю ее. Когда человек не любит свою работу, это отражается на его лице. Все вернулось на круги своя, хоть казалось, навечно изгоняли, но жизнь быстротечна, я вернулась в родные края. Я вернулась, и снова, как прежде, пряно пахнет сосновый лес, и бездонное око небес озаряет лучами надежды, и сбылись все мои мечты. Даже камни твои мне милы, я целую родные могилы. Это ты, моя Родина, ты. Никогда, 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 никогда я тебя не покину, а Аллах позовет, все отрину и останусь с тобой навсегда. Родные могилы, это ты, моя Родина, ты. Адель Ханум, в сюжете было сказано, что вам 87 лет. Открою секрет, да, с вашего разрешения, что вам уже 90, но при этом даже 91. Но при этом вы великолепно выглядите, вы по-прежнему энергичны и, конечно, по-прежнему просто крымско-татарская красавица. Адель Ханум, вы начали свою работу как филолог, специалист по русской фразеологии, и вашему перу, насколько я знаю, принадлежит вообще первый учебник по фразеологии. Что заставило выбрать именно эту специализацию в начале вашего научного пути? Ну, в начале научной деятельности темы приходят совершенно иногда случайно. Просто мы с моей руководительницей, покойная профессор Авалиани Юлия Юльевна, долго думали, чем мне заняться. Но она меня знала со студенческих лет, это же мой университет, я закончила Самаркандский, и потом аспирантура, и потом, значит, меня приняли уже работать. И то не сразу. Сначала обещали, а потом почему-то сказали, места нет. Но я поняла, что это была политическая мотивация, так сказать. Ваша национальность. Но мы долго выбирали. А вообще это очень трудно выбрать тему диссертабельную, чтобы из нее получился какой-то толк. И выбрать настолько, ну, можно сказать, новаторскую проблему, новую проблему. В общем, это все случайно. Мы перебирали. Нет, разные... видимо, не случайно, потому что потом, через много лет, у вас вышел словарь крымско-татарских фразеологизмов. Это не случайно. Да, у меня только что вышел словарь
Но это крымско-татарской фразеологии давно уже, 2004, по-моему. У меня фактически 2 словаря с крымско-татарским компонентом. Один русско-крымско-татарский фразеологический. Если нужно будет, я потом кратко скажу, что такое фразеология. А другой тоже русско-крымско-татарский, сделанный в соавторстве с покойным Сейраном Усейновым. И, в принципе, я могу говорить и по-татарски, но раз вы по-русски... Вот взяли и опозорили меня. Я умею говорить на своем родном и умею говорить на литературном. Мен de беткім Да, татарча и на лaf етем, литературном. ама бір-екі сөзіңіз асылы тапамайчам. Это правильно. Bazı sözleri hiç tapılmaz. Terminologiya onları çok kolay değil tercüme etmeye. Biz işleyenler bilirler. Вот. Так что тема пришла случайно. Тема диссертации. Русская фразеология в коммуникативно-прагматическом освещении. Это докторская тема, а первая была об предложении, каком-то типе предложения в русском языке. Я думаю, я ответила на это. Да, вы ответили, и я просто добавлю, что эта ваша книга, ваш учебник по фразеологии сейчас хранится в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. Да, но это не учебник. Это была моя первая монография, изданная в Ташкенте в 80-м году. Она называлась «Русская фразеология в коммуникативном аспекте». И когда у меня там в Вашингтонской библиотеке появилась знакомая, кстати, тоже наша крымская татарка, рожденная в доме имама нашего конец нашего полуострова. Полуостров наш как называется восточный? Керченский. Керченский, да. Керченский имам в 22-м году вместе с семьей переехал в Турцию, а потом девочка выросла, там родилась. В общем, она приезжала к нам, многие, может быть, знают, Инджи Ханум Бовман. Кто-нибудь, может быть, слышал это имя? Она здесь часто бывала. Вот она, оказывается, работала в библиотеке Конгресса США, и она мне прислала, я попросила, снимок, страниц там в 42 позициях. Названа моя монография, изданная в Ташкенте в 80-м году. Конечно, я гордилась этим. Но это предметы нашей гордости тоже. Глупые вопросы, тем не менее, я применю слово «когда», а, наверное, вы будете отвечать на вопрос «почему». Хотя, наверное, тоже все понятно. Когда произошел поворот в сторону крымско-татарской? В первый же языкознания и филологии. Я поняла вопрос. Когда? Вот я же русист, я всю жизнь занималась русским языком, обе диссертации, кандидатская и докторская, на материале русского языка. Конечно, я в советское время и сейчас известна больше как русист-фразеолог. Но я приехала по приглашению ректора. Я не сама, я была такой бедный профессор, у меня не было собственного дома. Я 21 год в Самарканде ждала квартиру, чтобы мне выделили. Так и не выделили. В общем, я приехала и жду общежитие или там квартиру. И я как приехала, оказалось, что на нашем факультете в 90-м году, на факультете русской филологии, открыли отделение. И вот сегодня были, и со мной здоровались мои первые студенты даже крымско-татарского отделения. Я у них читала курс «Общее языкознание», «Ведение языкознания», я уже не помню, вот такое. Как? Я сразу же поняла, что наш язык в плачевном состоянии. Вот, к сожалению, раньше я на это не обращала внимания, потому что все знают, кто наукой занимается, что значит писать докторскую, я не говорю кандидатскую. И поэтому я увидела, и через 3 месяца, я этим тоже горжусь, я уже сделала первый доклад о состоянии крымско-татарского языка, и это было напечатано в сборнике материалов Общекрымской конференции. И там моя статья называется что-то о состоянии и перспективах развития крымско-татарского языка. Это было начало 90-х. Я поняла, что я должна
со своими знаниями теории языка что-то делать. Я уже знала всех преподавателей и знала уровень знания наших преподавателей. Потому что, вы же знаете, Крымско-Татарское отделение было отделением русского филфака. Меня же пригласили на русский филфак. Вот так, Лилия Михайловна. Это было в начале 90-х, и тогда вы уже дали оценку состоянию крымско-татарского языкознания. Вот прошло уже больше 30 лет. Какую сейчас вы даете ему оценку? В общем, то, что я писала, в апреле 90-го эта статья напечатана. В каком состоянии? Конечно, сейчас многое сделано. Вот мои, здесь члены моей любимой кафедры. Я русист, я работаю на кафедре крымско-татарского и турецкого языкознания, и они знают, чем я занимаюсь там. Так я поняла это сразу, что надо заниматься, что у нас уровень знаний преподавателей тоже не настолько высок, чтобы давать хорошие знания. Я всех преподавателей первых лет знаю, и некоторые из них, Аллах шкур, живы, здоровы, я с ними общаюсь, уважаю, отношения у нас хорошие. Но вот с тех пор изменилось ли состояние нашего языка? Да. В смысле научного осмысления, да. Да, появилось много научных работ, много словарей, вы сами за ними следите, покупаете, если они попадают в продажу. Но в смысле знания, улучшения уровня знания, владения своим языком у нашего народа в целом снизилась. И вы это без меня знаете. Разве нет? Разве наши дети, наши внуки так хорошо знают наш родной язык? Если кто-то не согласен, а я знаю, есть такие семьи, но их мало, которые дома с детских лет, с младенчества говорят с детьми на родном языке, тогда есть шанс, что они язык будут знать. То есть уровень владения языком, я считаю, упал. И не только потому, что родители наши не очень стараются научить, а много других социальных причин. Ну, например, смешанные браки, и много других, о которых вы знаете. Но как-то не очень логично получается, да? Полвека у нас не было научной школы языкознания, были лишены этого. Последняя академическая грамматика крымско-татарского языка и первая, в том числе, была написана еще Бекиром Чубаном-Заде. Но поколение, побывавшее в депортации, оно не потеряло язык. Но сейчас же вы говорите о том, что поколение, по сути дела, которое уже родилось здесь, в Крыму, да. При том, что уже есть научная школа, и есть кафедры, и есть целые факультеты, и есть целые научно-исследовательские институты, у нас уровень знания языка упал. Нелогично? Может быть, кто-то, кто прошел через филфак, знают о теории языка. И знают обычно, на каком языке мы говорим. Вот мои коллеги сидят на переменах в университете. Мы говорим на шиве своем, большей частью, потому что у литературного крымско-татарского языка, да, мы знаем, что он у нас есть, и что мы пишем книги и публикуем их на литературном языке. Но есть еще сторона орфоэпия называется, произношение. Вот мы произносим эти слова, читая, так, как произносят в нашем диалекте, все-таки в родном диалекте. Это большая Поэтому беда? Это большая беда? Да, это, слава Богу, хоть это есть. Это не такая бы... Но мы не читаем правильно, когда читаем лекции, говорим на литературном языке. Мы должны сказать, мы их не произносим обычно. Мумкунь говорим, а нужно же... Ты говори мумкунь на своем диалекте, и дома, и где хочешь. Но лекцию ты читаешь, ты должен сказать так, как написано. Мюмкюнь не соблюдаем. Или тоже очень не соблюдаем. Но это особый раздел языкознания, орфоэпия, правильное произношение. К сожалению, у нас на факультете специально такая
такого предмета нет, потому что у нас вообще многих предметов необходимых недостаточно. Адзеля Ханум, пытаюсь сама про себя сейчас ответить на свой вопрос, что это нелогично, да? И совершенно крамольная мысль у меня мелькнула в голове. Может, нам опуститься с этих олимпийских высот, да, с научной грамматикой, с орфоэпией, с количеством кандидатов наук и докторов наук, а спуститься вниз и делать хорошие, качественные, доступные самоучители для людей с нулевым знанием родного языка. Может быть, как-то способствовать открытию детских садов, где с молодых ногтей дети, если дома родители, молодые родители не владеют языком, ничем не могут понять, то, может быть, как-то улучшить качественное обучение преподавателей, которые потом идут в школу. Я бы к этому присоединилась бы, да. У нас хорошие преподаватели со знаниями, кандидаты наук, доценты, профессора уже есть, но все-таки вот на произношение литературное, ну, специального курса такого нет, а надо бы его разработать и говорить, как надо говорить. И, конечно, преподаватели на перемене, между собою, просто должны говорить не так, как в семье. Да, многие говорят лучше по-татарски, чем я, но я свой диалект знаю. И сегодня, как я понимаю, вы увидите мой словарь, первый пока, единственный словарь ялтинского диалекта крымско-татарского языка. Мы об этом чуть позже поговорим. Я знаю, что это будет подробненько позже. поговорим. Но мы просто говорим, как каждый умеет на своем, да, иногда некоторые лучше, хуже, но вот эти наши специфические звуки ю, они очень редко правильно произносятся, ну, в любой речи, и преподавательской тоже. Я еще раз помню академическую грамматику крымско-татарского языка, написанную Бекиром Чабанзаде, но с той поры мы и звуки не только потеряли, мы и н носовое потеряли, с придыханием потеряли, и с изменением графики и так далее. Есть ли у нас академическая грамматика современного крымско-татарского языка? Нет, академической грамматики нет. И я уже неоднократно говорила еще в начале 90-х годов. В 92-м году у нас была всесоюзная конференция, посвященная переходу на латиницу. Кто-то старшее поколение знает. Я и тогда считала, и сейчас считаю, что кириллица не в состоянии передавать произношение всех наших основных звуков, называемых фонема. Мы многие и на литературном языке, как бы говорят, читают лекции, но эти ю, вот это у нас... Это ваш конек, я смотрю, да. Вот эти ю, оно прям вас очень сильно задевает. Ну, а вы знаете, что меня задело? Мы делали проект «Анателле», где как бы пытались учить молодежь крымско-татарскому языку. И Миляра Ханумоджа очень нам помогала в этом проекте, благодаря ей он и был создан. Но у меня слово «помидор». Помидор, да? Помидор? Да. Один учитель крымско-татарского ко мне говорит «помидор». У Сирана Усинова в словаре, я могу ошибаться, тоже написано «помидор». Другие преподаватели, в том числе и Миляра Роджа, сказали «помидор». Но нету грамматики, вы понимаете, кто как хочет. Кто-то возьмет его помидор, назовет послезавтра. То есть должен же быть какой-то свод грамматических правил. То же самое безобразие, извините меня за грубое слово, творится с нашей пунктуацией. Какая у нас пунктуация? Она у нас вообще скажу. Есть ли у нас пунктуация? Я знаю, в русском языке одна пунктуация, в турецком языке другая. Они, например, обращения не выделяют. У нас крымско-татарская пунктуация в природе существует? Есть у нас пособие, почему же нет? Мы и под моим руководством, вот члены кафедры мои дорогой сидят, мы издавали в 10, 11, 12
3 выпуска справочника по орфографии и пунктуации. Но это несовершенный справочник. Потом как-то мы никак не можем собраться и сделать еще, уточнить. Все это надо, чтобы человек, который в этой группе хорошо владел всей теорией языка, потому что, ну, там затрагиваются всякие, всесторонние, все это надо знать. Справочника хорошего по орфографии и пунктуации у нас до сих пор нет. Мы пользуемся тем, который в 2012 году, ну, это в 3-й выпуск уже. Вот, ну, я руководила группой, 10 человек собрались, и мы пытались это сделать. Все равно там многие стороны, вот это очень обширная проблема, пунктуация и орфография. Пунктуация – это постановка знаков препинания, это я говорю, ну, например, мальчикам, которые за компьютер вот, смотрят. Но они школу закончили, может, они знают, забыли, что такое пунктуация. Неважно это. Если будешь заниматься, терминология приходит. Так вот, недостаточно этого, и я прекрасно вижу, я давно говорила, Эмине Оджа Ганиева, она моя аспирантка, она сейчас у нас декан, знаете многие ее, и я Эмине Оджа и Зера Уджаза в кафедре, вот моя любимая кафедра, говорила, нам надо бы еще, ну как надо собраться, и кого из кафедры можно привлечь для этого, потому что составить такой справочник надо иметь широкий круг знаний, не только вот эту одну, например, грамматику знать и преподавать. Адиля Ханум, я же, вот мы сейчас остановилась на пунктуации, но я же вообще говорила об общей грамматике современного крымско-татарского языка. Там, ну, где и орфоэпия, и орфография, и пунктуация, и фразеология, и так далее. Не пора ли нам создать ее? Нет, не все разделы науки о языке отражены в учебных пособиях. Нет, конечно, но у нас есть грамматики. Мемет Оджа, вы знаете, Раметли, Мемет Оджа много раз он переиздавал, много переделывал, добавлял. В последних его учебниках, даже написанных, изданных на русском языке, я вижу, он даже проблемы орфоэпии, то есть правильного произношения, касался и писал свои правила. Но я видела, что там он очень субъективно некоторые проблемы решал. Ну, например, он говорил, это не надо произносить как там, предположим, а вот надо так. Он писал так, как он произносил, считая себя носителем языка, а он действительно носитель языка высокой квалификации, профессор, и тут не поспоришь. Но некоторый субъективизм я заметила, я как бы со стороны же, я же вижу со стороны еще русского языкознания, русской науки. Это не значит, что в нашей языке существуют те же категории, что в русском языке, и это не значит, что мы должны точно так же все делать. Но правила пунктуации отражают логическую структуру предложения. Когда вы видите, что 2 предложения, между ними обязательно должен быть какой-то знак, или запятая, или точка с запятой, или даже двоеточие, если это сложные бессоюзные предложения. Ну вот у нас академической грамматики, вы спросили, нету до сих пор. То, что есть, сделано Меметом Оджа, Меметовым, Айдер Оджа. Да, Айдер Оджа. Это все у нас есть. Это неплохие учебники, им надо пользоваться. Другое дело, как учатся наши студенты, и какие у нас кафедры, возможности дать им все, что нужно дать. Мы же в рамках программы государственной. Этот курс можно, этот нельзя. Я, например, декана все время и давно просила, давайте ведем курс, практический курс орфографии, правильного написания и пунктуации, правильных знаков. Она говорит, я не могу, у нас нет в программе этого курса. Я говорю, надо выбиться, добиться, надо стучать. Простите, что программы, вузовские школьные программы по крымско-татарскому языку пишут не в Крыму? Не в Крыму пишут? В Крыму, конечно, но я не знаю, почему так получается. Когда я говорила Эмине Оджа много раз, давайте добьемся, просто курс, как на русском филфаке. Вот многие же из вас на русском филфаке могли учиться. Лилия, вы не на русском филфаке?
Ну, очень, Ну, орфография и пунктуация была, все практические занятия, диктанты писали. Это надо делать и у нас, и что-то делается. Каждый преподаватель, вот мои дорогие коллеги сидят, я поэтому рукой показываю, они в рамках своей программы, кто читает синтаксис, кто лексикологию, они, конечно, эти вопросы затрагивают. Но цельного у нас курса отдельного нет. Зероджа, правильно же это? Орфография и пунктуация отдельно, только орфография и пунктуация. Но я спрашивала, интересовалась. И вот, например, Гульнароджа читает синтаксис, она в это время должна, и она рассказывает о знаках препинания предложений. Простом, сложно сочиненном, сложно почему. Адиля Ханум, вы являетесь основоположником такого направления, как крымско-татарская социолингвистика. Что это вообще такое? Социолингвистика, социальная лингвистика. Это значит охарактеризовать язык в социальном, общественном плане. Ну, на такие вопросы отвечать. Какие функции выполняет этот язык? Это семейный язык или уже государственный, или национального меньшинства? Языки тоже по статусу делятся на всякие курсы, на всякие группы, понимаете? Какие у него функции, какой у него статус этого языка, преподается ли он в школе, в какой школе, начальной, средней и так далее. Но ну что я еще могу сказать? Есть закон, и наш язык сейчас считается, вы знаете, имеет статус государственного языка. Во время Украины статус менялся, и многие из вас об этом знают, но и сейчас он, мы все знаем это, считаясь языком государственным, он все равно не выполняет своих законных функций. Может быть, в этом мы виноваты, я не знаю, но вы знаете, в каких сферах. А в семье, например, все время сейчас русский язык используется, а семья – это основа возрождения и развития любого языка. Ну, вы это хорошо знаете по своему семейному положению и состоянию. Мы с вами уже говорили о словарях, и вы автор нескольких словарей: русско-крымско-татарского фразеологического учебного словаря, словаря-справочника. У меня 7 или 6 словарей Ну, уже. вот те, которые я нашла в открытом доступе, я их перечислю. Словарь-справочник лингвистических терминов, русско-крымско-татарский словарь сочетаний эквивалентных слову. Видимо, еще есть 3 словаря. И вот теперь вот этот новенький, вот только Сегодня еще его типографской мне показали. краской пахнущий очень остро словарь ялтинского наречия крымско-татарского языка. Я покажу сейчас. Это ваша дань памяти, Да, вашему, я посвятила этот вашему словарь, диалекту, родителям. Да, это словарь ялтинского. То есть Ай Василия, утка, Дерекой, Массандра, все, что рядом. Наречие я назвала, потому что диалект – это очень большая территория, обслуживаемая языком. Южный диалект, например, южнобережный и степной, вы знаете. Это части этих диалектов. Мы же замечаем, вот вы как носитель языка, все-таки, например, ялтинские говорят немножко не так, как алуштинские, или там дальше, ближе к Керчи, еще больше будет разница, или в центре Симферополь. А вот как это немножко больше? Вот давайте какое-нибудь слово. Вот, например, мои корни из Демирджи. Вот, допустим, как будет на ялтинском наречии, допустим, слово «денис». Я понимаю. Это может быть абсолютно новое слово, отражающее какие-то реалии той местности, ну вот вы сказали, такой-то деревни, потому что местность разная, и по-разному называются ее элементы, и разная сфера работы, деятельности людей. В соответствии лексика бывает разная. То есть в вашем словаре... может быть одно и то же слово, но произношение чуть-чуть другое. Это все равно диалектизм, это фонетический. Составляя ваш этот словарь, вы же не могли, ну это очень трудно, наверное, и это огромный труд, поднять весь пласт
лексический пласт нашего языка. Разумеется. У вас в словаре Да. 4500, по-моему, слов. То есть там только те, которые кардинальным образом отличаются от других наречий? Нет, я Или какой-то просто другой всё, принцип? что я знаю, это мой личный язык. Я знаю свой родной язык, я могу петь песни вам на своем родном языке. Ну, разумеется, читать, писать, это тоже латиницей, кириллицей, чем хотите. Это все, что я могла вспомнить. Но теперь уже я вот издала словарь, вы знаете, ну, ляжешь спать и что-то там, я вспоминаю столько слов, которые я не вспомнила. И я вначале даже и тетрадь рядом все писала, думаю, ну, может быть, Аллах кısmet etse belki ikinci neslin nüshasını çıkarırım, ikinci tirajı великим olur, anda koşarım daha bir şeyler. И вот я так получилось, что туда вошло только то, что я успела за короткое время вспомнить. А начинать работу над словарем я начала 2 года. Конечно, даже мой личный сейчас язык ялтинский шире, чем то, что вошло сюда. Но это зато первый диалектный словарь. И я этим, дорогие мои родные люди, я горжусь этим, потому что это первый диалектный словарь. Но не только потому, что я его люблю, я на нем говорю, и я знаю его с детства. И песни пою, как я вам сказала. Подождите, я вас сейчас еще попрошу спеть песню. Да. Ну, просто я вот открыла страницу и нашла различия. На моем слово «буюк». Вот я сказала «буюк». «Буюк». Да, у вас боюк. Написано «боюк». У меня «боюк». Вот где-то в районе Бийуконлара говорят «биюк». Да, да. Но корни у нас все-таки одинаковые. Нам, я говорю, моему поколению в Узбекистане очень быстро мы выучили узбекский язык, но корни у нас общие, и мы их угадывали сквозь даже разную звуковую оболочку. И что Разве слово вот люди... «меним» действительно «беним» говорят ялтинцы? Боюк. «Беним» говорят ялтинцы? Беним? Да. Нет. А у вас «беним Адам, ах Аман». Это песня. То есть в песне мама пела «Беним Адам». Да. Тюркизм такой просто. Это из песни. Это тюркизм или это наречие ялтинское? Нет, это тюрки. Это... Ну, мама так пела, я считаю, что это родной мой язык. Но в песне у нее, да, вы в этом правы. Я чувствовала, когда стала уже знать турецкий язык и изучать, я поняла, что просто на Южном берегу, прежде всего, раньше всех говорили на турецком, а потом уже, когда появилась школа, и в школе стали преподавать на Ортайолах, Шивеси, ну, тогда, наверное, стали исправлять. Вам кто-нибудь помогал при составлении этого словаря? Наверное, может, какие-то земляки, знакомые ваши оттуда, из Дерикоя, из Айвасиля? Вопрос первый. Кто-нибудь помогал, слова какие-то предлагал? У меня 5 информантов. Я попросила людей из семей, которые знали и жили там, в Ялте, вокруг, в Айвасиле, в Дерикое. У меня информанты там записаны. Одна из них библиотекарь нашего университета Гульнар Зерлыджа, фамилию ее я не помню. Библиотекой нашей заведует Гульнар, она мой информант. Кроме того, еще Нияр есть, она, ну, где-то у нас в районе живет, Каймакан. Я эту фамилию Каймакан знаю с детства, но ведь и в Турции это слово есть, это какой-то военный чин Каймакан якобы. Нияр Каймакан, я часто у нее Тизе, очень старше меня даже, мне 91, ей 94, по-моему, а может быть 6, и она тоже была моим, я говорила Нияр, спроси у Тизенден Сора, bu sözüm manasını, ну, не уверена я, что я толком перевела. Понимаете, у меня информанты, я их отдельно благодарю, и я надеюсь, что я им подарю по экземпляру там их фамилии. И еще один информант, где у нас Топуз Осман, наш южнобережный имам,
Ну, Мы на Бутаравка. Не вижу. Осман тоже, я его тоже спрашивала. Это же айвасильские, дерекольские люди, это же мои самые близкие мне люди. Я его знаю, его жену знаю, его помощника Ситмера знаю. И надеюсь, я думаю, об этом можно говорить, что это не ради красного словца. Я завещала похоронить меня на Ялтинском кладбище, и мне это обещали. Очень рано об этом говорить. Я Очень хочу. рано. Судя по вашей эффективной научной работе, по вашей активности, очень рано. Очень не рано или не надо говорить. Алла Я сізге спокойно uzun к ömür этому versin. отношусь. Аллах Раббим не вақыт çağırsa o vakit gideceğim, hazırım. Я поем была. А все-таки споем? Споем на ялтинском диалекте? Давайте. Давайте. Кто знает, может подпевать. А мы все мне. вместе подпоем. Правда, может быть, какие-то слова разные. Какой вы... У вас тут есть песни, я же обратила внимание. Я не просто такая бессовестная, что заставляю знаете, я человека, еще вчера профессора, простыла. петь. Просто здесь очень много песен в конце словаря, народных песен, которые записаны на... И называется это приложение «Песни моей матери», что особо трогает. И начинается все, конечно, с айнением. Кажется, я напрасно так громко говорила. Я боюсь, что я сейчас замолкну совсем. Здесь и бакчаларда кестане, и берданен айшем, и бугуняйын он дёрджу, и гедене бахнас, гедене бах, Я вот тут собрала уже больше 30 ялтинский. песен маминых, ну, полностью текст не могла найти. У меня есть 2 справочника песен, и один из них, наверное, у меня единственный, 39-го года, Ахрам-Татар Тюркуляри называется. У кого есть такой словарь? Я думаю, ни у кого. И я буду единственная. Ахрам-Татар Тюркуляри 39-го года. Я стала проверять там, и потом, я знаю, изданный в 96-м, у нас здесь в Симферополе уже, и там даже автопредисловие даже распределил их. Вот это южнобережные, вот это степные, вот это Ортайолах. И, в общем, это было неправильно, там много ошибок при распределении. Нет, не так записано. И потом, вы же знаете, что в 1935 году, когда была общая первая перепись, не перепись, а сбор фольклорного материала, наших песен, пословиц, поговоров, кто их собирал и записывал? Татары должны были забирать, а многие ли татары были грамотные? Как они записали? Очень много неправильно записано. Все, я, кажется, Пока откашляйтесь, а я займу ваше место. Пока Дилеханум откашляется, мне лекции не читала громко, поэтому... Мне мне понадобится перевод. Гидин, Булутлар, Гидин. Гидин не дыро, Гидин. Ялтинцы кто? Это по-турецки, конечно. Уходите или приходите? Идин, уходите. Хитнес. Но, Лиля, но в разговоре... Нет, вы сейчас отдыхайте. Вы сейчас Кидин. отдыхайте. В разговоре кидин, кид, это песни старые. Кидин. Я просто, пока вы откашляетесь, потому что я все равно заставлю вас спеть, а я прочту вот то, что мне понравилось, потому что, на мой слух, Демержинский – это, экзотика, буквально экзотика. Гидин булутлар гидин, яреме селям этен, ярем татлы юхуда, юхусун сейран этен. Denizde balık mıdır? Bu bize layık mıdır? Yarem eller uçağında ağlasam ayıp mıdır? Какая прелесть! Я собрала маминых около 30 песен, проверила по 2 сборникам, 39-го и 96-го, который был издан здесь. Еще один сборник в 92-м в Ташкенте издавали, я знаю, у меня его нет. Но, вы знаете, оказалось, что в сборнике нашем 96-го перепутано. Эта песня, например, приписывается Южному берегу, а она
там степное слово. И наоборот, я вижу, приписывается Ялта, там один из составителей комментировал и отмечал их. Вот это на букву Я, ялтинские. Но не всегда все правильно. Поэтому сейчас уже мы не можем никак уточнять, какая песня. Вот то, что есть там, то и останется записанным. Песни моей матери, этим уже все сказано. Да. Язык матери и песни матери, и то, что начинается с Айнини, это, конечно, очень трогает, на самом деле очень трогает. Я специально еще мамины песни включила туда, те, которые она пела и которые я могу петь, да. Вы знаете почему? В словаре мало примеров у меня, примеров в тексте. Это иллюстративный материал называется. Просто значение написано, например, первое, второе, третье значение, прямое, переносное. А вот само значение проявляется в тексте. И чтобы я примеры не приводила в словарной статье, вот когда вы открываете словарь, например, русский толковый, или наш, у нас этимологически вышел словарь, вы видели, наверное, там толкование значений, и пример должен быть предложение. У меня примеров предложений нет, только переводы. Поэтому я решила, что нужно иллюстративный материал, то есть текст. Поэтому песни мамы я туда и включила. Но я, когда их собирала, оказалось, что некоторые строки маминых песен попали в другие песни, которые названы степными. И наоборот. Просто собирали люди непрофессиональные. Этим объясняется. Ничего не поделаешь сейчас. Адиля Ханум, простите меня. Да. Спойте нам какую-нибудь мамину песню. Вот, если бы вы раньше сказали, как я сейчас спою, я уже закашлялась так. Мы вам простим покашливание. Я могу Шуялтадан, но хорошо знаю, может, вы не... Я подумала, лучше, может быть, вот эту, которую вы не знаете, она и Васильская. Ах, Фадимим, Чихдаредин. Кто знает эту песню? Ах, Фадимим. У меня голос, видите, какой. Это я вчера простудилась. Просто проговорите. Я попробую, Фадимим, потом, если скажете вместе. А я бы хотела потом с вами вместе спеть. Давайте прекрасная потом идея. Прекрасно. Вот, это мамина песня. Ах, Фадимим, Чихдаредин, gösterim ana yolu nerede? Два раза. Ах, Fadimim, çok deredin, gösterim ana yolu nereden? Yolunu sana göstereyim, yoluna yoldaş men olayım. Yolunu sana göstereyim, yoluna yoldaş мен olayım. Там второй куплет хороший. Второй. Я все-таки... Смотрите, какой. Ах, Fadimim, ne çün, anterim yok onun için. Anter sana men alayım, düğmeleri men olayım. Хорошая песня. Это мамина песня. А кто-нибудь из вас эту песню раньше знал? Да? Может быть, Осман. Я первый раз слышу. Я записала 30, по-моему, 2. Я эти песни мамины, но я не нашла все слова. Проверила все наши справочники, Храм-Татар Тюркулери, и довоенный мой, у меня довоенный. Я думаю, каким образом моя мама с 3 детьми без отца, депортацию, мы в вагоне без отца были. Вы знаете, отцов старшего возраста забрали в трударную. Как этот словарь Храм-Татар Тюркулери у меня остался? Не словарь, извините, сборник. Как? Откуда? Я не понимаю. Но он у меня 39-го, но первых 20 страниц нету. Нету.
Возможно, ваши родители его с собой взяли. Мама не могла с Депортацию. 3 детьми, младшая была на руках. Не знаю. Ну, я не знаю этого. Но не дался Алешкур. У меня это есть. Может быть, ни у кого нет 39-го года сборника. Нет уже? Нету. Нету. Вот какая я А Зелиханум, богатая. у нас и голоса такого, как у вас, нету. Голос это есть. У нас прекрасный. Нет, вы просто вы не перестаете удивлять. Вы еще и прекрасно поете, у вас замечательный Вот такой если бы еще не тембр. простудилась, было бы лучше, да? Нет, у меня слух хороший, это я признаю. Да, слух хороший. Может, еще что-нибудь нам споете? Ну, это все знают песню Шуялтадан. Самая любимая? Какая? Шуялтадан ваша любимая песня? Нет, я бы не сказала А любимая. какая любимая? А ваша любимая нет, песня? а мне все ялтинские, я бы не выбирала любимые. Другое дело, это мой город, я родилась, да, Дереко я родилась. Я все время, но мне не у кого спросить, я думала, может быть, я в Ялте самой родилась. Я не знаю, может быть, тогда были роддома, тоже не знаю. Но младшую сестру 41-го года рождения, во время войны, мама родила дома, это я уже сама видела. Ну так какая ваша самая любимая песня? Самая-самая, которая вот всегда Из цепляет. наших татарских? Нет, именно ваших, ялтинских, вот ялтинских. Ну, я не знаю, все, Южнобережных. что я записала, я могу петь с удовольствием, и все, что я помню. Нет, ну тогда, наверное, Шуялтадан, раз я ялтинская, это мне пристало. Ну давайте, Ладно. просим вас, просим. А мы вам поможем. Шуялтадан таш юкледим. Gemim dolmadı, Şumayleden bir yarda sevdim, o da benim olmadı. Kel 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 aman, al sarayım seni. Eğer mümkün olur ise alayım seni. Еще одно удивление, и об этом говорилось в сюжете, это ваши переводы Дженгиза Дагджи. Он вас, ну, возможно, потому что он где-то к Кызылташу очень близко, вам встретилась его книжка на турецком языке, вы сами ее перевели с турецкого языка. Вот это общение ваше, даже не с самим всемирно известным писателем крымско-татарского происхождения, а с его литературным наследием, что оно вам дало? Кроме того, что она открыла вас дар переводчика. Я совершенно случайно, в 93-м году я уже жила на первом этаже филфака русского, я же приглашена была в тот университет, и попала книга Чингиз Дагджи. А он как раз писал о факультете, об университете, об этом парке, Воронцовский парк. И это меня так тронуло. Я читала и очень часто во многих местах плакала. И я поняла, что мне хочется перевести его. А я уже тогда знала его двух сестер, Тевиде и Айше. Они живы были. Извините, не помню. Тевиде, кажется, скончалась, Айше не помню. Кажется, тоже. Они уже уехали из Симферополя. Я ходила с ними, познакомилась, здесь я познакомилась, стала просить адрес. И потом здесь тогда работал редактор газеты «Ленин Байрага». Напомните мне его имя. Ну, в Ташкенте, Ленин Байрага. Нурзет Умеров? Нет. Yok. Нет. Кто? Тимур Дагджи?
Тимур. Я с Тимуром была еще в Самарканде знакома. Он приходил к нам, да, я его знаю. И я и Тимура спрашивала, думала, ну уж Тимур-то должен знать, где его дядя. Но он говорил нет. Ну, понятно, он это, даже если бы знал, я потом поняла, что он мог бы скрывать. Сестры не знали. И я стала искать. Кого не спрошу, никто не знает. Вы знаете, у нас же на 18 мая на площади сейчас собирались и приезжали из Турции много, и из Штатов приезжали. И в штате, в Вашингтоне, по-моему, работавший журналист, и фамилию, имя я его знала, он издавал там журнал «Крым-ревью». Может быть, кто-то напомнит, как его звали? Ну, здесь все моложе меня, вряд ли. Мне сказали, вот он журналист. Я подошла к нему. Я говорю, belki Cengiz Ağa'nın adresi var. Ben isterim onun eserini tercüme etmeye dedim. Он вытащил блокнотик и говорит, вот вам адрес. И я написала в 93-м году. Нет, в 95-м году. И вы знаете, через месяц пришел ответ. Он по-турецки писал или по-крымско-татарски? Я писала. А он? По-крымско-татарски латиницей. А он писал вам, отвечал по-турецки или У него по-крымско-татарски? получалось больше по-турецки. Больше. Но все-таки татарские формы тоже были. У меня есть письма его, ну, может быть, писем 10. Отрывки из его писем есть в моей давно вышедшей книге. Если бы кто-нибудь там нашел бы «Крым, любовь и боль моя». Вот здесь есть книга. И там есть отрывки из переписки с Дженгизом Ага. Ну и по телефону я с ним говорила, он мне звонил. И когда мы в библиотеке Гаспринского собирались, тоже звонил покойный журналист, который молодой скончался у нас. Юнус Кандем. Да, он устроил телефонный разговор с Дженгизом Ага. И, значит, в последних письмах, я этим очень горжусь и хочу вам сказать, когда я перевела его роман «Хатыраварда Дженгиздахджи», «Дженгиздахджи» в воспоминаниях, а подзаголовок там «Yazarın kendi kaleminden», пером самого писателя. Я так и перевела в скобках подзаголовок. И послала ему с Аказии. Отсюда жена Изета Хаирова, кто знает Изет, ехала туда, в Лондон, сын ее был там. И я передала 2 экземпляра. И когда он получил эти 2 книги, он мне писал дважды в разных письмах: «Ellerini öperim» деп yazdım она. За то, что я перевела его книгу. Ну вот, так продолжалось какое-то время. Я до последнего, и после смерти жены он уже перестал писать. И почти все его книги у меня есть. Так, и он даже сам дважды присылал почтой. Но когда он выслал 3-й раз, по 2-3 экземпляра. Потому что в первые годы же здесь не было его книг. Я не знала, где их брать. И когда он это мне все прислал, я решила переводить, но я перевела всего 2 его романа. «Хатыраварда Дженгиздахджи» полностью. А можно показать им обложку хотя бы? Она же здесь есть, книга. Показали? Да. У него... Потом можно будет подойти здесь книжки Адиля Ханум и посмотреть на эти книжки здесь на столе. Там и мои Если книжки. я сейчас отойду, то у меня микрофон просто улетит. Да. Там и мои книги есть. Есть, есть. У меня сейчас около 20 в книжном формате учебники, монографии, словари, 6 словарей, вот это 6-й словарь. Вот мой любимый. Что я хотела сказать про Чингиза Ага, про период. Он вам прислал книжки? Да, и он мне писал: Yunus Kand'ı ben 4 kitabımı tercüme etti. Sen ne için bir kitabımı? Ben dedim bir kitabını değil, 2. kitabını da ben tercüme ettim. Yansılar, у него книга. Янсы – это отражение.
по-турецки, в нашем языке я не знала этого слова. Вот вы знали слово «янсы недер»? Отражение. И у него 5 книг называется «Янсылар бир», «Янсылар эки», «Учдёрт беш». И он мне говорил, и я одну из них перевела, даже из 2 фрагменты, но печатала их не в виде отдельных книг, а в журнале, помните, был русскоязычный журнал здесь, в Симферополе, «Брега Тавриды». Кто-то, может быть, знает. Был русскоязычный литературный художник. И там редактор мне разрешал мои переводы Чингизага, я там публиковала. Он говорил, Юнус ханым 4 китабımı tercüme etti. Memnun dedim Cengiz Ağa ya Yunus Bey odur jurnalist, odur tercümeci. Ya men işlerim, men derslerle нет. Ну, может быть, Ибрагим Чигиртма, который помог вам издать ваш словарь ялтинского наречия крымско-татарского языка, поможет издать и ваши переводы Чингиза Дагджи? Помог мне очень Ибрагим Чигиртма. Очень помог при издании этой книги. Я ему, конечно, очень благодарна. У него у самого жена ялтинская, айвасийская, поэтому он меня понимал и очень шел навстречу. Не могу... Я очень много занимаю времени, я понимаю, потому что уже пора дать слово тем, кто хочет задать свой вопрос, Адиля Ханум. И кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руку, чтобы вам можно было поднести микрофон. Лилия, я подумала, может быть, мои воспоминания о вагоне, песню, как переделали мои... В нашем вагоне Дерекойские ехали, а мне было 11 лет. И я помню, как мы ехали, как мы спали, чем нас там пытались кормить. И иногда, а у нас оказалась одна девушка, в руках была одна скрипка. Она пришла в гости в Дерекой к своим родственникам, а с одной скрипкой в руках. Она умела играть. И тогда уже много дней ехали, может быть, несколько недель. Женщины сказали... нашу грустную песню какую-нибудь поиграй. Она стала играть, и женщины пели наши дерекойские песни. И одну песню переделали. Любовная песня, какая она у меня... Evleri var yüksekte yerde, penceresi harada perde. Kolay değil yarдан ayrılmak. Нет, это я под хайтарму пою, извините. А может быть, вот это «Эвлерин var Biz ağleme, men ağleme, kimler ağlasın. А наши женщины пели evlerimiz yüksek yerde, pencerelerimiz harap yerde. Kolay değil vatandan ayrılmak, biz ağleme, kimler ağlasın. Я написала это в словаре тоже. Там есть приложение «Песни моей матери». Посмотрите, пожалуйста, тоже. Не хочется сбивать вот сейчас с этой эмоции, потому что у нас у всех заболело сердце. Почитайте нам что-нибудь из своих стихов, Адиля Ханум. Ну, я тогда о Крыме прочитаю. Конечно. У меня несколько стихотворений на крымскую тему, но... Самые сильные, по-моему, вот 2. Одно «Родина» назвала. Ну, кто-то же читал наверняка. Может быть, кто-то и наизусть знает. Лучше пусть они прочитают. Наизусть не помните? Было бы прекрасно, если бы вы сами прочли. «Рождение» – это «Родина». Но первое стихотворение, которое я написала, но оно в сборнике песен не первым идет, потому что оно возникло позже, без названия. А эпиграф там из Библии. «И возвращается ветер на круге своя», написано в Библии. А я Библию хорошо знаю, как и Коран. Я Коран, несколько экземпляров у меня дома есть, в разных местах изданные, и в переводе. И там означает все то, что отнято, возвращается. Все, что ушло, это означает приходит, но может быть в другом варианте. И стихотворение у меня начинается так.
все вернулось на круги своя, хоть казалось, навечно изгоняли, но жизнь быстротечна. Я вернулась в родные края, я вернулась, и снова, как прежде, пряно пахнет сосновый лес, и бездонное око небес озаряет лучами надежды, и сбылись все мои мечты. Даже камни твои мне милые, я целую родные могилы. Это ты, моя Родина, ты. Никогда я тебя не покину, а Аллах позовет, все отрину и останусь с тобой навсегда. Буйрус, если вопросы есть у кого-то к Адиле Ханум, поднимайте руки, чтобы можно было поднести микрофон. Тяжело, я понимаю, задавать даже какие-то вопросы. Балам Таравха. Selamun Aleyküm saygılı cemaat. Плохо слышно. Cümlemizge. Selamun Aleyküm saygılı cemaat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Это Осман? Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz cemaat, saygılı aziz müminler, Yüce Allah'a binlerce şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun ashabına ve ona uyanlara salat ve selamlar olsun. Allah'ın selameti ve bereketi cümlemiz üzerimize olsun. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün bana bilen bir heyecanlı bir dakikalar. Adile Epamız'dan gerçekten de bizim bir unutulmayacak bir çırağımız, bize yol gösteren anamız, boykanamız diyeceğimiz. Ben Yalta'ya imamlık yapıyorum. Babam Ayvasıllı, anam Derekoylu. Adile Epamız da Derekoylu. Biz birbirimize çok yakındır, kanlarımız pek yakın. Bana Tatar tilinde alıp anası Ayvasıllı. Tatar tilinde laf etirik. Çok yazık. Bana bizde duaları olsa gelirler duaya. Hart adamlar 70-80 yaşına basa bas Rusça laf etiyorlar. Ben diyeyim cemaat, siz duaya geldiniz. Ya o kadar dülber, nazik, tatlı ana tiliniz var. Laf etin ana tilinizden. Rusça ne laf etiyorsunuz siz? Avraya çıksanız laf etirsiniz Rusça. Bana da hep bileyim mi? Lilaptemiz maşallah ogrendendi. Bayağı laf etmeyi, laf etmeyi bilmez dedi. Maşallah sağ olunuz. Bile güzel bağırıyorsunuz. Allah razı olsun. Evet kendi tilimizi alıp varsak bu merasimimiz çok güzel olacak. Ama daha yaxşı anlasınlar deyip Rusça alıp varımız. Evde de Kur'an'damıza ballarımız olsa bir tane ifacık bala 3 yaşına 4 yaşına o bizi anlasın deyip biz ana tilimizde laf etmeyik de biz onu Rusça laf ettiğimiz. Ne eken anlamayken. Kötüne bir şamar ulen de anlar. Bu bugünkü bizim Tatar tilimizin vaziyeti cemaat. Çok vaziyet nasıl diyeyim size pek zor. Bana imamlarımız mesela medreseyi bitirir gelirler. Kur'an okumaya bilir. Ana tilinde laf etmeye beceremiyor. Dua etmek gerek, dua beceremiyor. Mektep olsun, başka yer olsun çok zor mesele. Onun için biz yalnızcakta tırışmak gerektirik. Ana tilimizde laf etmeye hemen belesem. İlle ki bana yağlı boy tilinde Adile Epamız söylediğim gibi ah Fadime ne için sevdiğim yok. Onun için degen bir nesi de var, beyti de var anda. Aklıma düştü. Adile Epa'ya sağ olsun diyeyim söylemeye. Allah ömrünü versin, sağlığını versin. Gelecekten dinimiz için, milletimiz, vatanımız için daha çok bilen kitaplar çıkarsın. O bana müracaat etir, Osman ben geçinsem beni Ayvasıl'a komersin deyip. Adile Epa aşkmanız her şeyin vakti saati var. Her şey Allah'ın elinde. Kim kimi koymayacaklar Allah bilir. Onun için Allah sağlığınızı versin. Hasevet etmeyiniz. Her şey yaxşı olacak, yerinde olacak.
siz bize ruh verirsiniz, kitapları yazarsınız, böyle devam etiniz. Biz de elimizden gelene kadar size yardım edeyik. Ben bizim kendimizin yağlı boylarına size müracaat etmeye, bize aşıncı televizyona bakacaklar mı yoksa bu kameralarca bakacaklar mı? Yağlı boylar, böyle bir profesörümüz var. Dünyada bir tane desek olacak, bizde başka yok. Var mı bizde? Yok, bir tane. Onun için olgan vakti, sağ olan vakti kadrine varmak gerek. Çaresi olsa maddi yani paranın bir yardım etmiyor. Bana benim kitapları çıkarmak meselesi de çok zor oluyor bilirsiniz. Abilen kitapları çıkarmak için yardım etmeye gerek. Onun için ben yağlı boyları olsun, halkımıza olsun müracaat ediyorum. Elinizden kese yardım etiniz. Benden bir laf söylemeyi isterim. Mümkün olsa da Lilapti çok vaktinizi almayayım mı? Abra yanımıza bizim belli bir kureşçimiz oturuyor. Enver Aka Abdurrahmanov. O da Derekoğlu'dur Adelepa. O da Sovet vaktinde Rustem Kazakov olimpiyada şampiyonu olsa Enver Aka'mız международного klasıydı. Onlar iki denediler o vakti. Başka yok idi bizde. Ve kureşmeye varan vakti avlen bir şeylere rast geliyor. Bu Tatar dili meselesi mümkün olsa versem Enver Aka kendi tarif etse çok avlen bir meraklı bir şey. Enver Aka tarif edersin mi? Çıkabilir söyle de. Sen de Derekoğlu'sun da kalk hadi ayaksın. Utanma. Sağ olma. Enver Aka'mız Abdurrahmanov halkara çempiyondur kureşte. Ну, чемпион Европы, Кубка мира. Men sizlere bir şey söyleyecek edim. Bunda bizim tilimiz doğrusunda. Bu 79. senesi Moskvada Спартакиада народов СССР olgan edi. Ну, в свое время Спартакиада народов СССР как Олимпийские игры Советского Союза были, да? Это все знают. Олимпиада Советского Союза. Короче говоря, мен күрешкен едім и вышел в полуфинал. Полуфиналға шыққан едім. То есть, ближе. Полуфинал. И в полуфинале встречаюсь с этим молдаванином. Федя Тукан. Ну, достум еді. Я не знал. Я думал, он молдаван. А өледі молдаван, ладно. Енді шықты күрешмeye, мен оны дедім, тез йықсам керек. Тезде неметсем, финалда уже надо ратланмая. И вдруг, бірінші периодта, 3-4 балл мен ұтқаздым. Ну, атқанда я бросал, сам накрылся и, короче говоря, начал проигрывать. А на коверда, там же предолимпийская спартакиада была, международная, а у Түркиядан на ковре турк, арбитр, да, енді бізде арбитр, рефери, турк адам еді. Мен ikinci период башлағанда мен ona yavaş ayттым. Ау да ешті. Я говорю, efendim, бізде қырымлы түрклер біз. Bizi tarafına bak dedim. O bizi tarafına bakmaya başladı, конечно. Ну, это тоже тактика своего рода. И мен енді оны атаковать еттім, но не рисковал. А тогда было предупреждение, второе, его снимать могли и так далее. И он растерялся. Бір предупреждение берген сон, екінші берген сон, а Тукан, Федя растерялся, открылся. Ну, открылся, я его в это время, конечно, бросил, накатил. И с ними второй период закончился. И мен білмеймін, да, Тукан, это, думаю, молдаванин. И мен айтам немеге, судья. Я говорю, сау болдың, efendim, говорю. Мына біз түрклер дедім де, бардым өзімізі, угол, наш есть угол, на угол свой. Ну, выхожу, третий период, обратно иду. Башланос, а вопрос ваш какой? Я вам сейчас скажу, если потерпите. Вы увидите. Я почему хочу сказать вам. И вот самый ответственный момент, я его обратно бросаю, там 4-5 этих баллов разница. И вдруг этот Тукан вскакивает, на углу его тренер Сава Савыч Баяроглы. И вдруг они на чисто крымском татарском языке, ну, извините, конечно, матерят этого бедного турецкого арбитра. А сен адам oldu, ya bizde Türkçe bilerek, bizde gagavuzlar dedi.
Я тогда говорю, как это гагаузлар? Я не так понимал, я знал, что гагаузы есть, но чтобы они так знали, так говорили на нашем языке, я был поражен. И за то, что они его заматерили, там туда-сюда, короче говоря, его этот турецкий судья останавливает, дает ему 3 предупреждения, и мне чистая победа, я выхожу в финал. И вот так, благодаря вот нашему крымско-татарскому языку, я хочу сказать, я стал чемпионом в «Спартаке», ну, вышел в финал. Вот так. Потом, если есть возможность, я бы еще рассказал бы, но, видимо, нельзя. Sağ olun. Yes, sağ olun. Çok sağ olun. Это было очень интересно. Sağ olun. Адиле Ханум, вопрос. Да. Адиле Ханум, расскажите, пожалуйста, кто из наставников оставил самый неизгладимый след в вашей жизни? Из Вы в кто из ваших Самарканде. наставников оставил самый неизгладимый след в вашей жизни? Вы же в Самарканде Ну, высшее вот образование я называла получили. уже моего научного руководителя. Юлия Юльевна Авалиани. Она была депортирована, ну, не депортирована, извините, как это, во время войны, когда переселяли. Эвакуирована, да. Но муж ее у нас тоже преподавал, она была доцентом, потом стала профессором. Муж ее преподавал нам зарубежную литературу, всю, начиная с античных времен. Вот фамилию опять сейчас, потом вспомню, может быть. Вот она руководила и моей дипломной, и когда я поступила в аспирантуру к ней, мы долго выбирали тему. Ну, очень это была мучительная процедура. Потом я не знаю, как, это моя идея, а фразеологией, по фразеологии моя первая кандидатская, и докторская по фразеологии, никто не занимался очень интенсивно. Вот, и мы, так случилось, вышли на эту тему, и я ее сделала. Она была эвакуирована из какого города в Самарканд? Она эвакуирована из Ленинграда была. Но она, к сожалению, она была курдолог, не русист. Курдский язык она изучала и преподавала. А фразеологию на нее, на эту тему я наткнулась сама и сказала, мы перебирали долго, очень долго искали. Ну вот, в общем, случайно все получилось. А фразеология до этого еще не развивалась так бурно. А вот начиная с моего поколения, потом одновременно со мной защищалась еще одна женщина по фразеологии, и стали устраивать много конференций по фразеологии в Самарканде. А кто не хочет в Самарканд приезжать? И к нам болели со всего мира. И Самарканд называли фразеологическая Мекка. Вопрос у соседки, по-моему, был. Адиле Ханум, я хотела сказать, что у меня есть еще 2-3 куплета песни Ахвадимем. Моя мама ее очень любила. Да. И я постараюсь вам записать и передать эти Хорошо, куплеты. спасибо большое, потому что я вот только 2 куплетика помню. Есть еще 2 или 3 куплета. У меня есть, Слава я Богу, постараюсь передать. ну, можно мне на почту прислать, а почта у меня простая, emirova.com. Маленькими все. Дорогие мои коллеги, друзья и однополчане, соотечественники, да, ну, пожалуйста, можете писать. И у меня есть личный сайт emirova.com. А почта тоже очень простая. Адиле Эмирова и Gmail, что там в конце? Ком. Да. Я могу ответить, а вы можете зайти просто на сайте есть. Все мои воспоминания на сайте есть. Ваш Многие вопрос. книги помещены мои там. Пожалуйста. Адиле Ханум, вы большая труженица. Ключевое слово, которое вы сказали, работа – это моя любовь, и я люблю свою работу. Что бы вы посоветовали молодым учителям, уже взрослым учителям, со стажем, людям, которые занимаются языком?
чтобы исправить то, Положение наше. да, с чем мы живем с болью по отношению к своему родному языку. Вы знаете, учителя мало могут что сделать. Потому что теперь тем более выбор дается родителям, какой вы хотите родной. Русский родной – это для меня нонсенс. Я последнюю статью в 22 году в журнале ТНУ, КФУ, сейчас, да, я напечатала о том статью, у нее длинное название «Родной язык как базовая категория такого-то закона». Родной язык может быть только один. Это язык твоего этноса, твоего народа. И изучать предмет русский как родной, русский – это твой первый язык, у него есть название. Если твоя семья тебя с младенчества учит на русском, говорит с тобой русском, то это твой первый язык, но это не родной язык. Хотя есть даже в словарях терминов лингвистических значение слова «родной язык», первое, второе, третье приводят, и это значение приводят. Но это в угоду, я думаю, просто политической конъюнктуре. Не надо это значение слова «родной язык», язык, на котором, конечно, для русских родной будет русский, всегда. Ну, в общем, я написала такую статью, думала, кто-нибудь откликнется, что это неправильное название предмета, и что родной язык только один. Это язык твоего этноса. У нас еще много вопросов, Адиля Ханум. Пожалуйста. Адиля Уджа, менің только погромче, мне так плохо стало. Более бір суалым бар. Мына біз 30 жылдан берлі ватандамыз, ама илкиде шыққан шиве луғаты сіздің китабыңыз oldu. Ана не үшін bu kadar bilmeyim, dikkat ayırmamazlıkım, bilmeyim ne üçündür. Bizim böyle şive lügatlarımız, böyle kitaplarımız çok çıkmay. Ne için bu meselege tek mına sizin dikkatiniz ayrıldı ve şükür ki şimdi Yaltalılarga böyle balaban bir bahşiş olacak. Ama bizim halkımızın endi başka yerlerde yaşayan halkımız ozun tilin, ozun ecdatların tilin kaydan alacak, kaydan öğrenecek. Edebi tilden çok şeylerin öğrenip olamayacak. Ana ne için bu meselege bu kadar az dikkat ayrıla? Buna ben bunu soracak edim size. Sağ olun. Ну, birinciden, benim lügatım da çok kıyın yazılmış. Onu okuyan adam anlar evet ama çok cahilce soyu anlamaz. Nedir bu? Переносное значение, пометы там какие-то, ласк, шутл, bilmem neler. O şeyleri belki anlamaz. Но bana göre niçin yazılmadı böyle lügat? O meselenin uğraşan alimimiz yok. O kadar ken problemalarının, meselelerin uğraşan hocalarımız yok. Bizim hocalarımız öz işlerini yaxşı bilirler. Ama узкая специализация derler de. Onun için belki herkes adam yazıp olamaz. Budur mahsus bir janr, onun nasıl yazılacağını, evet mümkün bakmaya, nasıl Seyran Hoca birinci lügatlarını nasıl çıkardı dedi, bastırdı dedi. Baktı, aldı Rus lügatını, baktı ne kadar bilir, hem de birinci lügatlarda nasıl tercüme eder diyor. Maşina, ben baktım birinci lügatına, maşina. Evet biz maşina derik ama odur şive sözü. Ama 30. yıllarda kaçan 20. senenin sonunda 30. kaçan başladılar edebi til hakkında bizim Çobanzade ve başkaları onun işleyenleri düşünmeye yazmaya onlar bir kanun çıkardılar. Rus sözlerini не искажать. Мне кажется, это очень было хорошее замечание. Русское слово «машина» должно быть в словаре записано «машина». На диалекте ты говори как хочешь. Вот сейчас, когда наши дети лучше знают русский, им же «машина» сказать уже будет не очень удобно.
Я считаю, что это была правильная установка на то, чтобы русские слова желательно не искажать. Ну, там ударения иногда меняли, вы знаете. Но писать в словаре «машина», «машна», и имейте в виду, эти 30-х годов ученые решили, что русские слова, они так записали, и я согласна с ними, не надо искажать на письме. Напишите «колхозник», если ты хочешь, говори «колхозник», ну, с ударением «колхозник», а если хочешь «колхозчы», например, это твое дело. Тогда были высказаны многие Другие хорошие вопросы. мысли. Да. У меня такой вопрос, Адиля Вот Оджа. Жаларга верно с микрофоном. А можно я уже задам? Я плохо слышу. Адиля Оджа, А, у меня такой вопрос. Вот как бы это грустно, печально не звучало, но творчество Чингиза Дахчи мы как раз постигли... кто говорит? Азизе. да, Азизя, говори. Мы узнали как раз через ваш перевод на русский язык. То есть, да, мы больше все равно читаем на русском языке. И очень бы хотелось, чтобы творчество этого писателя все-таки мы постигали. Есть ли у вас в планах переводить? Вот вы сейчас закончили большую работу, я знаю, что вы долго работали над этим словарем. Это о Чингизе Дахчи? Да. Хотели бы вы, планируете ли вы перевести еще романы его другие? Или, вот как уже Лиля Ханум говорила, издать отдельной книгой те переводы, которые вышли в «Бригад Тавриды». Я поняла, Хазим. Имейте в виду, это моя прекрасная бывшая аспирантка. Она уже защитила кандидатскую на тему «Крымско-татарский мир в русской прозе 20-го, начала 21 веков». Кто знал про мою Азизе, скажите? Кто читал что-нибудь? Браво. Ну, может быть, в узком кругу. Девочка у меня с первого курса была. Не на уходите от вопроса. Адиля Да, Ханум. я сейчас перейду. Когда будут другие Да. переводы Да. либо Да. отдельное издание? Значит, нет, я сейчас в таком физическом состоянии, психически у меня все нормально. Я надеюсь, вы поняли, что голова у меня работает. Аллах шкур. Еще как Физически, работает. и я очень ограничена. Я долго сидеть и писать за компьютером. И это меня очень ограничивает. Я часто, просто болею. Поэтому я не собираюсь Чингизага работами дальше заниматься. Нет. Но у меня, я успела сказать, есть еще и перевод из Янселар. Говорила? Но Янселар попал переводы фрагментами в журнал «Бригад Таврида». Я говорила. Помните «Бригад Таврида»? Поэтому в виде отдельной книги я больше ничего не переводила. Вот это, и я его творчеством больше не могу заниматься. Я почему, и даже в предисловии к переводу Хатырларда Чингиза Дахчи написала, потому что это автобиографическая книга, фактически. И там написана история создания всех его книг. Поэтому преподавателям крымско-татарской литературы это надо обязательно читать, если у вас предмет творчества Чингиза Дахчи. Вы там увидите, в каком году он что написал, все у него там есть. Другое дело, что текст надо будет уже читать на турецком. Я его больше. Только Зинселар фрагмент и один роман. Я, помните, вам сказала, он жаловался. Юнус Кандым Дёрт романом терджумете. Ну а что делать? Силы ограничены. Микрофончик. Да, бізде. Да, Зернуся. Селям алейкум, ақшам Зернуся, шерифтеріңіз қайырлы зав болсын. кафедрой моя, кафедра. Да, Қырым-татар ве түрк тілшінаслығы кафедрасын мудыры олам. Адиля Оджа бізде 1979 сенесінден берлі çalışа. 97-ден. Да, çalışа, 1997-ден берлі çalışа. Бүгінгі күнге қадар, бүгін тек Адиля Оджа бізде 05-ке çalışа кафедрамызда аспирантларымызға, магистрлерге дерс алу бара. Elbette hocalarının hocası desem layık olur. Çünkü biz hocalar olsak, bizim hocamız da Adile Hoca ola. Kafedrada bir şey, bir mevzu, bir ilmi sahada bulungan bir sual Adile Hocasız geçmi. Biz onu Adile Hoca'nın müzakere etemiz. Ama birkaç söz aytmak isterdim baştadan grammatikalar hakkında. Bizde pek çok kitaplar çıkar.
бізде фонетиканен бағылы, лексикологиянен, морфологиянен, синтаксиснен. Лиля ханым айта, яғни ожалар бекім ашаға энерлер ве балаба. Білесіз, мен бөле бір фикірдем. Бір инсан оз ішінді бежермек керек. Біз ашаға ені бала бақчаларнен оғрашып оламамыз. Егер де бір саа güzel çalışsa, tilde çalışacak. Çünkü doğru айтасыз. Bir til bu bir zincir. O zincirin bir tanesi yüzülse, yani bağı olmayacak ve tilde yaşap olmayacak. Zincir olmak için bala bahçesi olmak gerek, mektep olmak gerek ve elbette ilim de olmak gerek. Yani birbirini doldurmak gerekler ve böylelikle o inkişaf etmek gerek. Ne yazık ki bugün böyle bir zincir bizde yoktur. Çünkü bala bahçeleri demek için çok böyle büyük söz olacak eğer aytsam, onlar çalışalar desem. Bazı bir bala bahçelerinde belki de bir gruppa, iki gruppa vardır ama bu bazı bir bala bahçelerinde. Mektepke gelsek, anda da bizim vaziyetimiz çok güzel değil. Çünkü bazı mekteplerde asıl da Kırım Tatar tili öğrenilmiyor. Bazı mekteplerde bu bir sayılaf şeklinde geçiyor. Adil Hoca aytkandayn родной. Ve bilesizin kelelер benim 3 balam var mektepte ve bizim mektepte 7. mektepte Kırım Tatar tili yoktur. Anda kele şu zauç ve böyle bir propaganda geçiriyor. Yani ana gelecekte sizin balalarınız YG verecekler, OG verecekler. Siz onlarını böyle imkandan yani vazgeçtiriyorsunuz. Ama o hoşuma bilesizin benim balam güzel Kırım Tatar jalafeti ve bugün sınıfta Kırım Tatar olup anda 3 Kırım Tatar edi sınıfta. En güzel YG'ni Kırım Tatar berdi o sınıfta. O da benim kızım edi. Onun için yana aytmak isteyim maktab değildi. Bir til başka tilge bir vakit tesir etmiyor. Ne yazık ki bazı bir ana babalar buna böyle aldav, sıltav ya da buna böyle propagandalarga diyeyim tutulalar ve balasını yani родной русскийге берелер ve onlar Kırım Tatar tilini öğrenmiyorlar. Elbette kabahat bizde de var. Korantalarda laf etmiyorlar. Sonda bir mesele var. Ben Kırım Tatar tilini çok güzel bilmeyeyim çünkü terminologiya sahası asıl da çalışılmagan. Ben dışarıga çıkıp da öz tilimde serbest laf etip olur ekenim. Buna sadece tükkanğa kirsem, Kırım Tatar olganını görsem, Kırım Tatarca laf etmeye başlayayım. O da bana aytap. Kırım Tatar, Zulfiye yazılgan şu nesinde, beyciginde. O ayta, я вас не понимаю di. Yani men oz Kırım Tatar, da bir şey var, востребованность деген şey. Yani men Kırım Tatar tilini bilip de onu her yerde kullan. Sadece oz korantamda ya da oz sağımda kullanabileyim. Hocalar kafedramızda, benim kafedramdaki hocalar 10 hoca var kafedramda bugün bu tilşinaslık kafedrası pek çok şeyler yaparlar. Elbette Adil Hoca her vakit bizni böyle nasıl aytayım, öğütlep otura yani dikkatli olunuz, öz üstünüzde çalışınız, sizin seviyeniz daha yüksek değildi. Biz bunun razımız. Elbette ilimle uğraşmak için çok çalışmak gerek. Daha bir şeyini kaydetmek isterim. Okul planları hakkında aytıldı ondan evvel. Üniversitede okul planlarını kafedra müdürleri hazırlayırlar. Onun için onlarını ben hazırladım bizim üniversitede. Ve anda spes seminar olarak ve spes kurs olarak problemi orfografiyi degen fen var. Onun için böyle fen bizde var Adil Hoca. O yani spes kurs olganı için sayılaylar onu talebeler. Bir yıl birisi olsa bir spes kurs. Keçken başka bir sene başka bir spes kurs sayılana. Elbette bizim de şu federal kanunlar biraz sıklaştırdılar. Biz bütün fenlerini koşup olamayız. Çok su fenler kıskartıldılar. Çünkü mecburi şekilde kırsettiler. Россия, история России, военная подготовка. Yani buna böyle fenler için bizim fenler kıskartılarlar. Ne yazık ki da yani biz bunda endi bir şey yapıp olamayız. Bu bunun bağlıydı. Daha bir şeyini kaydetmek istedim. Yani ben özüm için unutmayayım deyip. Bizim Cenubi şivemiz bir vakit Türk tilinde laf etmeyediler. Bu Oğuz yani gruppasına ait olgan elbette her bir şive yani yalı boyu şivesi en meraklı. Çünkü her bir koyunun öz lehçesi var. Benim da bakınız Arpat'ını alsak ve Voron'unu alsak.
арпатлы ворын ускут, яғни уч коян яна ерлеше, ама шивелері не қадар зенгін ве бір-бірінден hem morfologik, hem fonetik, hem leksik, hem etnografik hususiyetlerine fark eteler. Yani bu bizim zenginliğimiz. Ya ebed yazık bugün Adile Hoca yaşında olan kartlar kun-kunden eksili ve şu şivede lakırda etken insanlar da yok olalar. A biz şivenin az bilemiz. Yani elementlerini kaydetebilemiz. Men bilem, yani babamın koyunda tepti aytalar bitağa. Ama men bugün bita aytam çünkü benim anam bakçı saraylı. Yani bu şive biraz unutula. Ebette Adile Hoca gibi böyle lügatlar çokça yapılsa, yani biz şivelerimizni saklarıq. Onun beraberlikte tilimizin zenginliğini de korçalarıq, elbette. Hem de daha bir şeyini kaydetmek istedim. Adile Hoca aytı, bizde Kırım'da çok ekspedisiyalar oldu. Yani da, pek çok, doğru, pek çok ekspedisiyalar oldu ve bilesizin bu Ruslar ediyorlar, Nikolay Konstantinovich Dmitriyev böyle aytkan edi, yani Samaylovich, olar böyle aytaydılar. Yani Kırım Tatar tili o kadar zengin ki, yani bana bunda aytlar Gagauzlar Kırım Tatarca. Yani biz bütün Türk dünyasını anlayımız, çünkü bizde hem Oğuz hem Kıpçak elementleri var. Yani biz Türkiye'ye barganda o Türklerini serbest anlayımız. Ama olar bizden zorca anlayırlar. Çünkü bizde var aytmak ve söylemek, yani manadar sözleri hem Kıpçak hem Oğuz elementlerini korçalayırlar. Çok sağ olun. Ve sonkisini Adile Hoca hakkında aytmak isterim. Yani Adile Hoca kafedramızın böyle bir söz var, aksakalı olan. Onun için biz onu çok sevemiz, hürmet etemiz. Ve Adile Hoca'ya elbette bugün o kafedraga gelip olamay, o distansiyon şeklinde derslerini alıp bara. Ve endi kaydetken edi, sosyolingvistikanın uğraşam dedi Adile Hoca. Yani bizde böyle fenler var, sosyolingvistika, крымско-татарского языка, son frazeologiya, elbette evvelden видение ve общий языкознанияны da Adile Hoca alıp baraydı. Ama bugün yarım stavkaga çalışkanı için biraz tek magistraturada okulgan fenler kaldı ve bizim aspirantlarımızın rehberliğini yapar. Daha bir şeyini kaydetmek isterim. Kafedramızın mevzusunun da rehberi Adile Hocamız ola. Onun için kafedramız ayrı minnettarlığını bildirir ve elbette sağ olayta ve Adile Hoca'ya uzun ömür, kavi sağlık dileyimiz. Sağ ol, ve daha çok ilmi işler yapmak kısmet etsin sizge. Ve bu desteği bizim kafedramızdan sizge. Ben kafedramdan çok memnunum. Herkese hürmet ettim. Sağ ol kızcığım. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Bizim o benim Kur'an'tamdı. Herkesi bileyim, herkesi seveyim. Evet, evlerine varmadım. Çağırsalar varacağım. No, bilmem şimdiden de evimden de çıkıp olamam. Çok sağ olsunlar. Ben herkesi kafedramın azalarını hürmet ettim. Elimden geldiğinden yardım ettim. Dan bir sualınız var ama kıskaçık mülküm olsa. Evet. Selam aleyküm Cemaat. Men bugün bunda mahsus geldim. Adile Hoca'nı, Adile Hanım'ını görmek için. Çok görgen edim sizni, işitken edim ama böyle canlı görmege pek bugün baxtlıyım. Aslı bizim halkımızda öyle dülber. Ve tanperver mütehassıs olgan bir kadın var iken. Mana sizin işiniz, siz aslı böyle olganınız, şimdi böyle alda olganınızı men duyam, siz duyam değil, siz evvelden Kırım Tatar Horantada oskeniniz, Kırım Tatar muhit içinde oskeniniz için siz böyle bugün böyle yaşı bir mütehassıs özünüzün işinizni sevesiniz ve büyük sevgi ile çalışkanınızı men bunu sezem. Ama onun için de aytam, baxtlı biz hepsimiz bunda öyle bir unikal adamını görgenimiz. Allah sizge sağlık, selametlik versin. Sağ ol. Men sizden ne soracağım? Bugünkü bizim
күнде аслы хоранталарында Кырым татар муйты olmaganda nasıl biz böyle mütehassıslarını создайын өстірейік. Bu проблеманы nasıl çözeyik? Nasıl biz geleceğimiz yok mu? Olmayacak енді böyle mütehassıslar bizde. Хоранtadan erşi başlana. Хоранtada olmasa, men belesem institutlar, üniversiteler bu sevgini adamga vermez. Men böyle de bileyim. Doğru. Nasıl bizde... Sen bana sual verdin mi? Sual, ne yapmak gerekmez? Buna ileride bir azıcık sizge oşağın hocalar olsun bizde. Özün önce cevabını da verdin de kızım. Horantada gerek, laf etmeye gerek. O başka bir şey, başka ne mi? Evet, mümkün ama siz bir savu Garayinov diyen bala, özü Rus balası özü öğrenmiş. Nasıl etti öğrendi? Bilmem, belki onun mahsus bir metodikaları vardı. No, laf etmeye gerek ya, laf etmezsen nasıl öğreneceğim? Ben bilmem başka bir şey. Laf etmeye, mektebe laf etmeye, mektebi eve gelgen son. Hem de senin de ana baba doğan gibi bana gerek laf etmeye. Başka ne diyeceğim? Çok sağ olun. Bizim konuşmamız 2 saat devam etti. Onun için ben Elzara Hanım İslamova davet ettim bunda. Bağışlarınızda bir sual var. Я не вижу ничего. Селям алейкум. Это Эльзара Ханум Исламова, генеральный директор Хараль Денис Продакшн. Ага, да, знакомы, да. Адиле Ханум, çok sağ olun за вашу жизнь, за ваши труды. Нашему народу безумно повезло, что вы есть у нашего народа. Вы знаете, я понимаю вашу боль огромную, это боль всего нашего народа по поводу языка. Да, надо признать, что это наш диагноз тяжелый, сложный, что мы на нем не говорим. Конечно, для этого этому способствовала массу причин, но мы язык свой не потеряли. Благодаря таким людям, как вы, которые всю свою жизнь положили для того, чтобы наш язык был в книгах, наше наречие, наше богатство, оно есть. Есть народы, которые теряли свой язык полностью, у них не оставались даже источники, но они сидели и восстанавливали свой язык. У нас это все есть. Я считаю, что нашему поколению нужно находить формы мотивации, которые бы стимулировали наш народ, наших детей, наших внуков изучать свой язык и говорить на нем. У нас есть действительно сейчас, да, может быть, среда на нас влияет, она не может быть, она действительно на нас влияет, и мы в обычной своей жизни пользуемся другим языком. Жизнь влияет. Да, но при этом можно сопротивляться, ведь мы умеем сопротивляться. И мы должны находить такие формы, чтобы наши семьи, даже не зная языка сегодня, но они могут все сделать для того, чтобы дети говорили, находили этого. И наша задача, и чем мы сегодня занимаемся, нашей всей командой, и не только, очень много людей на это, всю свою жизнь на это ложат, чтобы все-таки находить такие формы. И мы обязательно их найдем. Поэтому будем смотреть нашу жизнь оптимистично. Мы есть, мы на своей родной земле, у нас есть книги, у нас есть такие люди, как вы. Поэтому я думаю, что мы все-таки мы победим в этом вопросе. Мы должны обязательно победить. К сожалению, я не очень большой оптимист, скорее я пессимист. Потому что это всемирный процесс, это не только с нашим языком, потому что у нас еще плюс трагедия такая. Это со всеми языками происходит, когда они вовлекаются вот в общую экономику. Адиле Ханум, я уверена, что с нашим языком не произойдет такой трагедии. Хотя говорят, что где-то в ЮНЕСКО, что крымско-татарский язык отнесен к умирающим языкам. Извините, но мы говорим на своем языке. Да,
перемешивая с русскими словами. Мы говорим с детьми на крымско-татарском языке, иногда не хватает лексического набора, словарного запаса, но мы пытаемся, мы издаем книги. 1 сентября у нас пройдет 6-я уже крымско-татарская книжная ярмарка. Наш народ жив, и если мы смогли вернуться после того ужаса, что с нами сотворила история, то уж точно мы не пропадем. А не пропадем мы, не пропадет и наш язык. Адиле Ханум, это не просто слова, понимаете? Была бы я моложе, я бы тоже с оптимизмом бы смотрела, поэтому меня извините. Я понимаю, что это от каждой личности. Сам захочешь, и чтобы твой ребенок, ты захочешь, знал, ты научишь. Но если ты сам не хочешь, что делать? А жизнь, она такая, что она заставляет переходить на единый язык. И это дальше и пойдет так во всем мире. Вы видите, у нас очень много неравнодушных людей. Мы их видим, мы их знаем. Есть конкретные примеры. Тенесе Уджа создала великолепный час. Нет, но я для всех желаю, я все хочу, чтобы у нас было. Но жизнь же показывает. Нет, жизнь и многое что другое показывает. Вот Тенесе Уджа... Сейчас по-другому, да? Да. Конечно. Я пока вы погрязли в своей ученой работе. Я пессимистка, но я все делаю. Я же трепыхаюсь, вы же видите. Я стараюсь, поэтому не сердитесь, что я говорю, я пессимист. У нас очень много неравнодушных людей. И наши мероприятия, наши ярмарки, наши концерты, детский садик, который создала Енисей Уджа, который просто на примере показывает, как, да, может быть, это еще немного, это не массово, но это есть, который нужно просто тиражировать. Басню, вот про лягушку. Сами будем трепыхаться? Вот. Будем жить, а не будем. Вот это Будем. самое главное. А не умрем уставшими. Да. Сагулна, что вы согласились на эту встречу. Но я пессимистка не по отношению только к нашему языку, ко всем малым языкам. Ну, вы видите, какая тенденция пошла. Сагулнас, я знаю, как долго мы вас уговаривали, Лили Ханум, на эту встречу. Сагулнас. Спасибо большое, что вы меня, наконец, показали. Меня многие не знают, чем я занимаюсь. И знаете, в первый год, когда я приехала, первый доклад о крымстарском я через 3 месяца сделала, а мне говорили, что обо мне один известный наш писатель сказал, а что она знает? Она русист, она не знает языка, она не... Да, в первое время я просто боялась говорить, стеснялась, просто боялась, что неправильно произнесу. Вот, вас а патриотка я была всегда. Крымские татары вас знают все. И буду. Сагулна за встречу. Сагулна, что можно к вам прикоснуться и поцеловать вашему порталу, вашей организации. Чок Саулхазам, что вы меня сделали известной всему народу. Правда же? Сагулна? Наша встреча не заканчивается. Можно подойти, сфотографироваться с Адиле Ханум, сказать ей что-нибудь, то, что вы хотите сказать. Здесь рядом на столике некоторые, маленькая часть книг, которые написала и издала Адиле Ханум, поэтому можно подойти и посмотреть на них. Сагулна всем.